кашу ели. Как шарахнуло, подкрывать все оба. Надежда Арсентьевна, вы дети войны. Вам было 5 лет, когда началась война. Да. Об этом вы еще не понимали, что началась война, а поняли только тогда, когда в вашу деревню пришли немцы. Нет, раньше. Раньше? Раньше. Помню, как мой отец уходил на фронт. Как дядя Ваня моего отца, брат уходил на фронт. Это я помню. Дядя Ваня приехал, правда, в шрамах. Живого места нету. Арсентий, мой отец, вернулся тоже раненый, но живой тоже. Надежда Арсентьевна, а вот как деревня-то ваша называлась? Петреманы. Петроманы? Ага. Это какая область, какой край? Винницкая область, Мурколовецкий район, село Петреманы. Вот как. А вашего папу в каком году на фронт взяли? А Язик? Ну, я знаю, что война уже шла. Уже шла, да? Война шла. Я помню, немцы зашли в нас в деревню. Бабушка только хотела крикнуть. Не, немцы. Только успела сказать не. Больше она не успела ничего сказать. Сразу зашли. Матка, яйка, матка, млеко. Бабушка говорит, айка там, хлеб. Помню, у меня матери-то не было. Женщина была, у него жена. Она говорит, Мария, дай ему хлеб. Она начала резать кусочками. Он пистолет поднял, автомат, сейчас, говорит, всех. Бабушка как закричит, отдай весь хлеб. 7 буханок он унес хлеба. Ой-ой-ой. Вот. 2 недели печку нельзя было топить. На улицу выходить нельзя. В общем, как хочешь, так и живи. Все. Никуда. Свет зажигать нельзя. 2 недели мы сидели вот так. И без хлеба все у вас забрали, да? Все забрали. Поросят не осталось, курение осталось, ничего не осталось. Все. Почувствую. Ну, понятно. Надо было армию-то свою кормить чем-то. Что было дома? Вон картошка сырая, свекла. Грызли. Ничего. А вы одна были у своих родителей или еще были братья и сестры? Я была одна, но он женился на другой женщине. Еще у меня есть сестра, не знаю, жива она или нет, Нина, 42-го года. Но мы с ней не переписывались, ничего. Она въехала к отцу. Когда я заболелась, я ему написала, папа, я говорю, ты мне 100 рублей. Он мне даже ответа не дал. Она только написала, Надя, что ты просила? Я только, наверное, что я сказала, Нина, ничего не надо. Оставайся с отцом, а я говорю, все. И больше не стала писать. А в вашей деревне долго были немцы-фашисты? Недели 3, наверное, 2 приблизительно. Потом уже красные начали наступать. Моя мать, да четко, вышла вот наша крыша соломенная, вышла тушить. Чуть не застрелили наши. Нечаянно. Ну, чуть не застрелили, я не думаю, что фрицы. Понятно. А потом утром, я помню, сижу так, ну что, ребенок ей заходит, молодой такой солдат, немец, такой красивый. Матка, нам капут. Бабушка говорит, нет, а говорит, руки поднимите. Вот, и он вытаскивает фотографию с кармана. Ну, я сейчас поняла, что это жена и ребенок в него. И так в него слезы катятся, и они только до кого-то дошли, взяли наши. Понятно. Бабушка говорит, не убегай, только руки подними и стой. Бабушка научила, да, как это? Моего отца мать. Понятно. Вот время вот это военное, как вы еще вспоминаете? Голод, холод. Голод у нас очень был тяжелый, 47-й год. 47-й послевоенное Самый время. тяжелый был голод. Ну, конечно, все надо было сдать, яички сдать, мясо сдать, масло сдать. Это все надо было, молоко сдать, все государству. Не сдашь, значит, увезут все, что есть во дворе, все увезут. Понятно. А что у нас бабушке было полкоровы, соседка не взяли корову пополам. Один день она доит, другой день другая доит, вот так. Ну, вот так. Свою норму выполнили, потом пришли и сказали, ну, все, дорогтеиха, ты норму выполнила.
Больше нам ничего не надо. Молоко, яички, там все мы отдавали. Понятно. Приезжала женщина с мужчиной, это все забирали, записывали и уходили к другим деревням. Понятно. Вот. Ну, Надежда Арсентьевна, большое спасибо вам за рассказ. Здоровья вам, долгих лет жизни. Всего хорошего. Ну,